День открытых дверей проводится, чтобы абитуриенты лучше узнали Тувинский государственный университет. Ребята смогут прийти в учебно-лабораторный корпус вуза, посмотреть его изнутри, почувствовать себя студентом. Чтобы определиться с дальнейшими планами после окончания школы, днем открытых дверей воспользовались учащиеся средних школ Кызыла, Турана, Чедыхоля и Самогалтая. Здесь представлен инженерно-технический факультет, где инженерно-технический факультет, факультет экономический, юридический, Кызыльский педагогический институт, филологический факультет, сельскохозяйственный факультет, факультет физической культуры и спорта и так далее. Мы видим, что абитуриенты, будущие наши, студенты очень заинтересованы в получении именно тех профессий, которые востребованы на рынке труда. Сегодня у нас проходит в Тувинском государственном университете Дни открытых дверей, которые проводятся 2 раза в год, обычно осенью и весной. Почему они проводятся? Поскольку, чтобы познакомить абитуриентов, будущих выпускников школ, средних профессиональных образовательных учреждений с нашими факультетами, направлениями подготовки и подразделениями. Для будущих студентов ведущие преподаватели университета организовали увлекательные мастер-классы, познавательные онлайн-лекции и консультации по сложным вопросам ЕГЭ. Стоит отметить, что университет начинает подготовку педагогов по новому направлению – робототехники. Для учащихся в рамках открытых дверей были проведены психологические тренинги. Сами студенты активно помогали своим наставникам. Здесь мы представляем естественно-географический факультет, а именно мы являемся направлением подготовки химия. На данном столе мы показываем опыт, химический опыт для школьников, демонстрационный опыт, чтобы показать, как химия интересна, развлекательна. Школьники также узнали, что, обучаясь в стенах ТУВГУ, они могут получить военную специализацию, и для этого не совсем обязательно проходить службу в армии. Военный учебный центр при Тувинском государственном университете образован в 2017 году и дает возможность студентам любой кафедры Тувинского университета после года обучения, успешного обучения, поступить на военную подготовку к нам. У нас обучаются студенты по 3 военным специальностям. Это рядовой запаса, сержант запаса и офицер запаса. Какие требования? Солдаты-сержанты запаса после обучения у нас 2 лет, по прохождению военной подготовки после 2 лет, соответственно, получают военный билет с первыми воинскими званиями, рядовой либо сержант запаса. И в дальнейшем могут поступить на службу по контракту сразу в любую воинскую часть нашей Российской Федерации. Либо, не воспользовавшись, если данной военной подготовкой, то данные студенты по окончании университета не призываются на срочную службу. То есть у них засчитывается это как срочная служба. На перечисление всех представленных для учащихся школ лабораторий может уйти не 1 минута. Учащиеся школ с удовольствием изучали каждый предмет. Но и тут пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Поскольку существуют определенные ограничения, связанные с распространением COVID-19, мероприятия проходят как в очном, так и в дистанционном форматах. На очную встречу мы пригласили ограниченное количество участников по заявкам, заранее отправленным. Сегодня они могут ознакомиться с выставками факультетов, с научно-популярной лекцией доктора филологических наук, например. И параллельно у нас идут онлайн-мероприятия, различные консультации по сложным вопросам ЕГЭ, научно-популярные лекции ведущих преподавателей университета и многое другое. Но, как говорят, трудности нас только закаляют. Впереди выпускников ожидает испытания едиными государственными экзаменами. И кто знает, может, именно эти школьники в следующем году станут студентами ТУВГУ. Сайгын Бирбил, Баян Аюн, Айдын Кулар, Тува 24.